Это программа «Актуальное интервью», в студии Александр Лысак. Здравствуйте. Сегодня гость программы – известный российский футболист, капитан сборной команды, чемпион Англии, обладатель Кубка французской лиги Алексей Смертин. Алексей Геннадьевич, здравствуйте. Спасибо, что нашли время к нам прийти в студию. Здравствуйте. 2 года назад, когда российская сборная готовилась выступать на Евро, вас спросили о шансах команды. Тогда ответили, что Россия, цитата, «остается для нас загадкой». В сборной России загадка оставалась перед домашним чемпионатом мира. И как с профессиональной точки зрения оцените игру ребят? Бесспорно оставалось по той причине, что те товарищеские игры, которые были проведены, сыграны, наши команды действительно не вселяли оптимизма. На мой взгляд, человек, который выходец, являлся футболистом в недавнем прошлом, в прошлом, мне они были абсолютно понятны, их объяснимы поражения и ничьи, хотя по той причине, что невозможно полноценно подготовиться к серьезному соревнованию через игры товарищеские. Какой бы соперник ни был, там, сборная Аргентины, сборная Франции, там, Бразилии, так или иначе, подспудно, выходя на футбольное поле, ты понимаешь, что ты выходишь на товарищескую игру и не играешь на максимум своих возможностей. Поэтому те результаты, которые были, они не вселяли оптимизма. С другой стороны, зная просто силу соперника, отталкиваясь от этого, я рассуждал, что уже из группы-то мы можем выйти. Почему бы не выйти из этой группы уже? Поэтому в целом оптимизм был, у меня, по крайней мере. Сейчас я могу, конечно, по прошествии чемпионата мира рассуждать как угодно, говоря о том, что да я знал, что там в четвертьфинале мы выйдем. Нет, не знал. Но то, что из группы выйдем, я был уверен. Говоря о развитии детского спорта, в интервью советскому спорту вы сказали, что проблема развития детского футбола заключается в том, что мало кто готов вкладывать в это деньги. Фундамент нужно закладывать долго и тщательно с раннего возраста. Есть 3 составляющие – инфраструктура, методики и тренерский штат. В Якутске вас поразил футбольный манеж «Дахсун», поэтому можно сделать вывод, что с инфраструктурой у нас все в порядке. А что делать с методиками, где их брать и как улучшать, расширять тренерский штат? Так вот, как раз по этому поводу мы и приехали к Российский футбольный союз по той причине, что вы видели, сколько игроков с периферии играло за сборную России. Там был матч, где 6 человек с Сибири и Дальнего Востока. Значит, прекрасно. То есть люди, которые действительно голодные. Я считаю, если по значимости, даже не в этой не последовательности, а для меня важнее, конечно, методика и тренерский штат. Я помню, я же был здесь 26 лет назад, я помню, на каком поле играл. Я ни разу не играл в кроссовках до и после. А здесь приходилось в кроссовках играть. Сейчас прекрасное поле, стадион, инфраструктура, она важна, бесспорно. Особенно, если мы говорим о манеже в контексте климатических условий, в которых мы живем. Я ведь не говорю только о Якутии, я говорю также о Алтайском крае, в своем регионе, где зима тоже затяжная. И здесь, конечно, его нельзя прерывать, или там нельзя его в такие рамки ставить, как там, допустим, спортивный зал, играть 4 на 4, когда нужно играть полноценно. Речь действительно идет о тренерском штабе. Детей довольно много, я в этом убедился. И желающих, жаждущих играть в футбол, тем более очень хороший стимул. Это прекрасное выступление нашей национальной сборной на чемпионате мира. Поэтому сейчас чувствуется бум везде, по всей стране, и Якутия не исключение. А вот действительно методика вкладывания, потому что ребенок в этом возрасте, он получает некую такую базису, то есть это фундамент. Ты можешь научиться в 20 лет, 25 тактическим ухищрениям тренерским. Это несложно. Но ты не сможешь приобрести технику в 20 лет. Ее нужно закладывать в самом юном возрасте. Это раз. Потом, в свою очередь, характер прежде всего. Потому что футбол сложная игра, абсолютно сложная. На протяжении 90 минут некоторые игроки не проявляют стабильность, а это все опять-таки в детстве закладывается. Это любовь неистовая к мячу, это в конечном итоге требования себя самого, а не с партнера, потому что футбол такая игра, где можно действительно спрятаться за спину партнера. Но этого не нужно делать, это проявление лидерских качеств. То есть это, знаете, совокупность тех факторов, при наличии которых
футболист может состояться. И то не факт, потому что есть течение обстоятельств, есть определенные там травмы, которые мешают футбольной карьере. Оттого и не так много футболистов. Хотелось хотя бы, чтобы их было как можно больше. Но при этом не выскочек, в хорошем понимании этого слова, типа Головина, там, Ерохина, вот, а именно системный подход. И вот, пожалуй, это наша основная задача. Вот многие накануне узнали, что вы уже были в Якутске 26 лет назад в составе «Динамо Барнаул». Тогда ваша команда уступила якутскому «Динамо». Сегодня «Динамо Барнаул» занимает второе место зоны «Восток» профессиональной футбольной лиги. «Динамо Якутск», который потом трансформировался в футбольный клуб «Якутия», уже как 2 года расформирован. Все-таки какие должны быть подходы в развитии большого футбола в регионах? Как нужно развивать большой футбол? Я глубоко убежден, что хотя бы одна команда из региона должна работать, должна существовать на профессиональном уровне. Это просто завершение пирамиды, это настолько очевидные вещи. Я просто, поверьте мне, я никогда не мечтал в то время, там, в начале 90-х, конце 80-х, о зарубежных клубах. Я не мечтал о Челси, о сборной. Я мечтал попасть вот на этот футбольный стадион «Динамо Барнаул» и играть за «Динамо». То есть у меня была цель играть за местный клуб «Динамо Барнаул». Я подавал мячи, там, бегая по дорожкам за ребятами, которые били выше ворот там, или мимо на разминке. Я думал о том, когда же я буду выше бить на разминке, кто-то будет бегать. Но мне, за счастье, казалось там пробежать за мячом. Потом действительно этот момент произошел. И вот в первый же сезон, почему я вспоминаю и с трепетом даже, потому что как любой первый, как первая любовь, наверное, первый поцелуй, первый гол, например, он самый трепетный для меня. Немного забивал, но Читинскому «Локомотиву» в том же 92-м году у себя на поле, на «Динамо». Вот я этот помню прекрасный момент. Это самый счастливый момент там, на поле у меня, ну, за исключением, возможно, там, сборной. Но это коллективный все-таки успех был, а здесь я там забил. Это к тому, что я помню эту поездку прекрасно. Действительно замечательная команда была, и она там, по всем статьям превосходила нас и обыграла 2-0. И уже несколько раз там, повторяюсь, но считаю, что команда должна существовать. Потому что ребята, которые занимаются в разных школах, вот они должны просто аккумулировать свои усилия и все стекаться к одной профессиональной команде. Вот вы успели уже провести мастер-класс для юных якутских футболистов. А в чем все-таки цель? Вот, насколько я понимаю, тут дело не столько в тренировке, а показать ребятам конкретный пример. Ну, капитан сборной России, чемпион Англии. То есть это больше о мотивации. Совершенно верно. Это мотивация, это стимул, который будет до какого-то времени. Может быть, даже кто-то запомнит на всю жизнь, как я, в свою очередь, запомнил игру Диего Марадона. Но я-то видел его на экране в 1986 году, первый чемпионат мира в Мексике. Поймите меня правильно, когда я через 30 лет с ним встречаюсь на футбольном поле, вот, он был соперником моим. Уже не настолько быстрый, но настолько же техничный, то у меня мандраж был. Понимаете, эти чувства нахлынули. Это человек, которому уже там, скажем, за 40. Что говорить про ребят, которые видят воочию, и вот чемпионат мира, опять-таки, там подтверждение, там многие, которые увидели, пребывая на стадионе. А здесь, соответственно, ты можешь поиграть. Конечно, ты их не обучишь. Вот, но пообщаться с ними, показать какие-то элементы, рассказать в конечном итоге, показать пример, как нужно действовать, как переходить из обороны в атаку одним касанием просто в полоборота. Они слушают, приоткрыв рты. И я думаю, допускаю, что они будут повторять. Сначала неуклюже, но потом, я думаю, что все сведется к тому, что они будут замечательными футболистами, профессиональными. Вот о мотивации. В одном из интервью вы сказали, что никого не проведешь, если у тебя нет мотивации. Даже в эпизодах это будет видно. Честный футбол рождает преданных болельщиков. В России честный футбол, и насколько у нас преданные болельщики? Они преданные, ведь показал чемпионат мира, преданные своим клубам, я это прекрасно знаю, потому что из поколения в поколение. Да, может быть, нет такого культа, скажем, как в Англии. Бесспорно, это страна, которая зависть вызывает относительно просто боления. Там, этих речевок, вы знаете, это уникальные просто-напросто болельщики. Но при всем при этом у нас стадионы построились, у нас сейчас интерес к футболу возрос, и сразу же численность увеличилась. Поэтому болельщика не обманешь, поверьте мне. То есть он может простить ошибку, оплошность. Футбол состоит из ошибок. Но он никогда не простит
безразличия на футбольном поле. Вот. Поэтому я это прекрасно для себя, там, эту формулу вывел буквально в первые годы моей профессиональной карьеры. Но когда я попал в Англию, в тот же Портсмут, подписав контракт с Челси, я уехал в Портсмут и видел, что за подкат столько же, ту же порцию, а это свойственно было мне скорее подкаты, чем там какой-то ювелирный пас, ту же порцию аплодисментов ты получаешь, как за гол, например, или за прекрасную передачу, ты понимаешь ценность, которая существует там на трибуне. Поэтому, конечно, футбол, ты его не обманешь, я в этом глубоко убежден. Президент ФИФА Джанни Инфантино однажды произнес: неважно, какой цвет у тебя кожи, главное, какого цвета футболка. В Российском футбольном союзе вы занимаетесь вопросами дискриминации. Вообще в такой многонациональной стране, как Россия, может быть расовая дискриминация? В футболе именно? Нет, я бы, знаете, как формулировал, опять-таки, возвращаясь, не могу упустить возможность и не похвалить чемпионат мира, потому что много было критики со стороны западной прессы, и в мой адрес в том числе, когда я заявил, что у нас в России расизма нет. Человек, который действительно проиграл 7 лет за рубежом и был в раздевалке с ребятами, которые действительно там, из разных национальностей. Не было такого. Среди футболистов такого нет. На трибунах, да, происходит. Но происходит и возникает это из-за малого количества людей, которые умышленно каким-то образом то ли хотят продемонстрировать, то ли хотят тем самым самореализоваться. Я до сих пор не могу понять. Если брать российское первенство, то действительно это некий инструментарий для того, чтобы вывести из равновесия команду соперника, когда ты оскорбляешь. Но это не проявление расизма. И вот чемпионат мира, он был идеально проведен. Ни одного инцидента не было. Я был так крайне доволен, что те болельщики, которые кричат друг на друга, скажем, играя между собой друг против друга, например, не знаю, Спартак, Динамо, там, ЦСКА, там, Зенит, они объединились и болели за Россию. Ведь важность в том, прихода болельщика на стадион, что ты должен за свою команду болеть, а не против. Это разница. Вы известный футболист, очень известный. Чемпион Англии, обладатель Кубка французской лиги, признавались лучшим футболистом России. При этом ваш родной город Барнаул по российским меркам – это небольшой город. Есть еще Александр Головин, перешедший в этом году в Монако за 30 миллионов евро, что стало рекордом для отечественного футбола. Головин родился в Калтане, Кемеровской области. Вот в феврале вы заметили, что выходцы из маленьких городов обладают большим голодом, то есть нацелены на успех. Как сохранить этот голод и как не сойти с ума от успеха головокружительного? Опять-таки, это родители, потому что существует 3 института воспитания ребенка. Институт семьи, который главенствует, очевидно. Это, соответственно, улицы, так скажем, то есть, по сути дела, социум, в котором он пребывает. И вот здесь как раз мы подходим к маленьким городам, где действительно люди неискушенные, но при всем при этом настолько сильно мотивированные, дабы вырваться, выбиться в люди, доказать не только окружающим и родителям, но и себе самому, что ты способен. И вот этот как раз фундамент в равной степени с мастерством, который ты получил в детстве, в детско-юношеской школе, это как раз и дает хорошую подпитку. И мотивация остается постоянно до конца. Более того, ты голоден и до следующих побед. Я убежден, что это не предел его, клуб Монако. Его видели все в Англии, и это многие рассуждают, и я не могу не согласиться с тем, что это как промежуточный этап, хотя там нужно зарекомендовать. Про Головина я знаю очень хорошо, по той причине, что я играл в Ленинско-Кузнецкой «Заре», и один из тренеров, он играл там, он из Калтана был, и он транзитом через Ленинск-Кузнецк попал в ЦСКА. Он был у тренера Васютина, который тренировал и сейчас тренирует там училище Олимпийского резерва, а меня тренировал в составе «Зари». То есть это такой мир футбольный узок, и я понимаю, что у него все получится. Я знаком с его родителями, и действительно абсолютно нормальные, трезвые люди, которые воспринимают этот успех не то чтобы как должное, но, по крайней мере, не пребывая в эйфории. Что сказать,
Это нормальная система. Я никогда не думал, что я какой-то очень известный футболист. И если бы я об этом подумал, я бы потом просто не стал бы прогрессировать. По меньшей мере стагнация была бы. Ни в коем мере нельзя осознавать, что ты успешен. Алексей Геннадьевич, спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию. Это была программа «Актуальное интервью». Всего доброго и до встречи.